Правовые услуги мне тоже не нравятся. Психологическое белокалово, оно было тестирование. Так, ну что, сразу начнем, наверное, да? Здравствуйте, дорогие участники онлайн-вебинара. Мы вместе. Давайте познакомимся. Меня зовут Гычкина Галина Михайловна. Я работаю в Республиканской библиотеке для слепых. Сегодняшнее наше мероприятие организовано совместно с Якутской городской организацией Всероссийского общества слепых. Как мы все знаем, в России в период между 15 октября и 13 ноябрем это месячник белой трости. Месячник проходит с целью интеграции незрячих в общество и реабилитации слепых. По всей стране проводятся разные акции, митинги, тренинги, беседы. Наше сегодняшнее мероприятие не зря называется «Мы вместе». Этим названием мы хотели показать, что проблемы детей с заболеванием глаз относятся ко всем нам. Мероприятие призвано ответить на волнующие многих родителей вопросы, помочь им сориентироваться в этих вопросах. Так, в мероприятии сегодня примут участие специалист социальной защиты города Якутска, заслуженный врач-офтальмолог, специалисты Республиканского реабилитационного центра, педагоги из Республиканской специальной коррекционной школы-интернат, специализированного дошкольного образовательного учреждения, также библиотекарь специализированной библиотеки города Якутска «Книга 03». И наш библиотекарь расскажет о Центре детского и семейного чтения «Светлячок», который функционирует при нашей библиотеке. Уважаемые родители, задавайте вопросы, пожалуйста, после всех выступлений. Договорились? Сколько у нас родителей сегодня? Пока что заходят, да? Ну, ничего страшного. Этот эфир сохранится. Для начала давайте пригласим нашего директора Республиканской библиотеки для слепых Никитину Айталину Семеновну. Галина Михайловна, меня слышно? Слышно. Приветствую всех участников, родителей, экспертов нашего вебинара. Вы знаете, что Республиканская библиотека для слепых обслуживает читателей независимо от возраста. В тот год, когда нам было выделено новое помещение, в 2011 году библиотека сразу в тот же год основала Центр семейного и детского чтения «Светлячок». Впоследствии был организован клуб «Мы вместе» с символичным названием для родителей детей с проблемами зрения. Вообще тема ранней помощи продвигается государством при межведомственном взаимодействии. А наша главная задача нашей библиотеки – это оказание информационной помощи.
Сегодня мы на этот вебинар собрали ведущих специалистов из разных смежных областей. Мы благодарим всех вас за соучастность и желаю плодотворной работы. Спасибо, Италина Семеновна. А теперь давайте дадим слово председателю Якутской городской организации Всероссийского общества слепых Спиридонову Николаю Михайловичу. Николай Михайлович. Здравствуйте все участники, родители. Здравствуйте. У нас в городском обществе, значит, на учете у нас детей, инвалидов 52. Но работа с детьми у нас в обществе, значит, ведется. Проводим мероприятия для детей. Но основное у нас мероприятие бывает новогодние. Это утренники. Для детей мы готовим подарки, да, и другие мероприятия тоже проводим. Ну, с помощью, как бы сейчас сказала Италина Семеновна, вот светлячок, с помощью этого клуба светлячок мы в курсе всех проблем, всех событий, которые проводятся детьми. Им по мере возможности тоже участвуем. Но что хочу сказать родителям детей-инвалидов, можете к нам обращаться, мы можем, можем консультации давать, как помощь в воспитании с ребятами, инвалидами, да. И можем тоже организовать встречи со специалистами, если это требуется, психологами, детскими или другими специалистами. Николай Михайлович, а на учет как встают у вас родители? Какие документы нужны, как приходят? Ну, документы родители к нам с документами детей подходят. Они у нас просто становятся на учет, вот, как члены ВОЗ у нас становятся где-то, члены ВОЗ мы берем 18 лет, а до этого у нас дети стоят на учете. Хорошо. Все, да? Ну, желаю плодотворной работы с семинара. Спасибо большое, Николай Михайлович. А теперь давайте приступим. Наше первое выступление будет касаться льгот, пособий, материальной помощи, которые могут получить семьи с детьми с инвалидностью. О всем комплексе поддержки со стороны государства нам расскажет Неустроева Антонина Владимировна, специалист отдела по делам инвалидов Управления социальной защиты населения города Якутска. Тема выступления – информация по мерам социальной поддержки гражданам, имеющих инвалидность. Пожалуйста, Антонина Владимировна. Добрый день. Добрый день. Добрый день всем участникам вебинара. По городу Якутску у нас инвалидов на учете состоят 13 500 человек. Из них детей-инвалидов 1500 детей. Из этих детей по зрению 98 детей, абсолютно слепых 5 детей. С 2005 года произошла замена натуральных льгот денежными компенсациями, так называемые ежемесячные денежные выплаты. В зависимости от группы инвалидности эта выплата, она разная. А у детей-инвалидов, дети-инвалиды, вот эту выплату, ежемесячные денежные выплаты получает в размере 1707 рублей вместе с пенсией. Пенсия куда поступает, туда же и поступает эта
ЕДВ 1707 рублей. Эти деньги предназначены, чтобы купить проездной билет. Проездной билет у нас по городу стоит 494 рубля. И чтобы оплатить за телефон. Будете вы оплачивать за телефон или нет, проездным пользуетесь или нет. Вот эта сумма 1707 рублей будет поступать ежемесячно. Так, значит, ЕДВ вместе с пенсией 1707 рублей. И дети абсолютно слепые еще получают ежемесячную пожизненную доплату по зрению в размере 4071 рубль. Так, у всех инвалидов имеются натуральные льготы, так называемый набор социальных услуг, или по-другому называется соцпакет. Размер соцпакета на сегодняшний день 1211 рублей. Туда входит бесплатные лекарства, бесплатная путевка и проезд между городами. Если нужны лекарства, врачи должны выписать бесплатные рецепты, если нужное лекарство входит в перечень этих бесплатных лекарств. А если это ваше нужное лекарство не входит, то врачи тоже не смогут бесплатно выписать. Для получения путевки нужно получить справку для получения путевки, форму 070, и нужно отнести в фонд социального страхования Октябрьская, 15. Если они путевку выделяют, то и проезд оплачивается тоже через фонд социального страхования. Вообще проезд оплачивается в двух случаях. Если инвалид едет на санаторно-курортное лечение или если инвалид едет на спецлечение, обследование за пределы республики по квоте Минздрава, тогда и проезд оплачивается бесплатно. Так, можно, если человек не пользуется ни лекарствами, ни путевкой, ни проездом, то может отказаться от соцпакета. Отказ пишется Управление пенсионного фонда с 1 января до 1 октября на следующий год. С 1 октября до 1 января они заявление не принимают. Если ребенок-инвалид полностью откажется от соцпакета, то в сумме ЕДВ 1707 прибавляется размер соцпакета 1211, и тогда в денежном виде можно получить сумму, так, если откажется, так, подождите-ка. Что-то у меня не написано. Так, подождите-ка. Если откажется, 9919 будет. Так, это насчет соцпакета. Кроме этого, все инвалиды получают ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта услуга предоставляется через Управление соцзащиты. Если инвалидность установлена до 1 декабря 2019 года, то у детей эта сумма за жилищно-коммунальные услуги составляет 3359. Если ребенок абсолютно слепой, то к этой сумме прибавляется 4280 рублей. Итого за жилищно-коммунальные услуги этот ребенок может получить 7639 рублей. Так, а если инвалидность установлена после 1 декабря 2019 года, то оплачивается ежемесячная денежная компенсация уже по фактическим расходам. Не определенная сумма идет как 3359, а по фактическим расходам. Дети-инвалиды вообще имеют 50% скидку на всех членов семьи по оплате жилищно-коммунальных услуг. Если в индивидуальной программе реабилитации имеется рекомендация на приобретение технических средств реабилитации, то через наше управление дети по зрению могут получить 6 видов технических средств реабилитации. Это компьютер на период обучения, так,
телефон мобильный с синтезатором речи, часы наручные с синтезатором речи, будильник с синтезатором речи, радиоприемник и радиотелефон. Через наше управление дети-инвалиды получают направление различные реабилитационные центры. Это Республиканский реабилитационный центр детей и подростков на Сергалявском шоссе. В городе Нерюнгри имеется 2 центра по слуху и речи Сувак и ДСП центр. Бангинский реабилитационный центр и Нюрбинский реабилитационный центр можем направить. Если мы направляем за пределы города, город Нерюнгри, Амгу, Нюрбу, то оплачивается проезд ребенку и сопровождающему человеку. Так, но с 26 октября приостановлена очная реабилитация в связи с ковидом. Поэтому до особого распоряжения. Все детские реабилитационные центры сейчас работают дистанционно. Через управление соцзащиты можно получить еще материальную помощь. Управление соцзащиты обращается, обычно получает материальную помощь семьи, малоимущие семьи. Сейчас среднедушевой доход, прожиточный минимум 18 008 рублей. Если среднедушевой доход ниже вот этой суммы, то они могут написать заявление для получения материальной помощи. Там имеется 3 вида помощи. На продукты питания, на приобретение одежды, на ремонт вы можете подать заявление округа города. Подходите к социальному работнику округа по месту жительства. Так, второй вид помощи это на приобретение. Так, если вы понесли расходы на приобретение дорогостоящих лекарств, тогда вы подаете заявление через управление соцзащиты. Если понесли расходы в связи с выездом за пределы республики на спецлечение, на спецобследование, тогда тоже заявление пишется через нас, через управление соцзащиты. Для подачи заявления вы должны записаться по номеру 8 800 101 71 83. Для вас этот звонок будет бесплатным. Второй, кроме того, что вот это семьи, малоимущие семьи могут так подать через управу города, через городские округа, через управление соцзащиты. Кроме этого еще имеется помощь мэрии. Если имеются расходы на реабилитацию ребенка, если у вас имеется чек, квитанции на приобретение на каких-то технических средств реабилитации, на приобретение дорогостоящих лекарств, если вы съездили куда-то на обследование без квоты, сами договорились, куда-то съездили за пределы республики, если имеется выписка, если имеется чек и квитанции по расходам, то можете предоставить тоже управление соцзащиты. Потолок максимум мэрия оказывает 1 раз за 2 года 50 000. Но должны быть чеки и квитанции по расходу. Ну, в основном вот такие льготы. У меня все. Антонина Владимировна, у нас в чате вопросы. Здравствуйте. Компенсация за операцию на глаза, как оплачиваете? И часы, второй вопрос. Часы и радиотелефон был назначен, долго ждали, но сказали, что за давностью эти ТСР не будут выдаваться, так как они закончились. Могу ли я заново подать? На следующий год эти ТСР не были прописаны почему-то. Вот эти 2 вопроса. Если у вас имеется чек и квитанции по поводу в связи с выездом за пределы республики, расходов
в связи с выездом на обследование, сказали на оперативное лечение, да? Тогда вы должны предоставить все удостоверяющие документы, паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛСы, розовую справку об инвалидности, банковские реквизиты, выписку о том, что вы с какого-то по какое прооперировались, и чек и квитанции. Ну, потолок, вот это расходы можно пропустить через мэрию. Но если вы не получали один раз, нет, если вы в 2020 году не получали эту помощь, то в 2021 году можете подать. И чеки должны быть 2021 года. Так, второй вопрос. Но на помощь мэрии надо заранее записаться по телефону 34 02 44. Надо записаться предварительно, какое время, какой час подойти. Так, теперь второй вопрос. Ребенок не получил часы и радиоприемник, да? Часы. Да. Это сейчас скажу. Часы и радиотелефон. Радиотелефон. Обычно... Был назначен, они долго ждали. Нет, они написали заявление и до сих пор не получили, да? Угу. Но если... Они, что за давностью эти ТСР уже не выдаются, сказали. За давностью. Значит, индивидуальная программа реабилитации, срок индивидуальной программы реабилитации вышел, что ли, получается? Ну, обычно, если ребенок стоит на получении... даже заявку не подали, что ли? Если заявка подана, мы должны исполнить вот эту заявку. Но, конечно, мы живем в столице, детей очень много, очередь большая может быть, но мы должны исполнить эту заявку. Или Да, вообще вот заявка была подана, срок ЭПР до 2025 года. Мы эту индивидуальную программу реабилитации обязаны выполнить. Если заявка подана, этот ребенок получит и часы, и радиоприем, и радиотелефон. Только вот следующая закупка будет в феврале 2022 года. Может, тогда закажут. Или заявку еще раз можно подать, да? Если один раз подано, уже повторные, у них срок до 2025 года, повторные не надо подавать. Угу. В очереди стоит, значит. Угу. Антонина Владимировна, большое спасибо за подробную информацию. От имени нашей библиотеки выражаем вам глубокую признательность за вклад в дело духовного развития инвалидов по зрению. Желаем вам успехов в работе, творческих достижений, личного счастья, крепкого здоровья и благополучия во всем. Вот благодарственное письмо в электронном виде мы вам отправим обязательно. Сегодня всем выступающим выдаем благодарственные письма от имени нашей библиотеки. Так, идем дальше. Как показывает статистика, к сожалению, количество детей с инвалидностью по зрению растет во всем мире. Эта печальная тенденция не обошла и нашу республику. Рассказать об этом мы сегодня попросим заслуженного врача Республики Саха-Якутия, организатора здравоохранения и врача-офтальмолога высшей квалификационной категории Прокопьеву Айталину Макаровну. Айталина Макаровна? Ой. Антонина Владимировна, это вы, да? Так, Айталина Макаровна я не вижу, кажется, да? Айталина Макаровна без звука сидит, звук надо. Поэтому Айталина Макаровна. Ага, пожалуйста, включите звук. Айталина Макаровна, вас не слышно. Я включила вроде. Слышно, да? Слышно теперь. Ага. Здравствуйте, участники вебинара. Как сказать, я тут по заданию наших главенствующих товарищей попросили меня тут, значит, поговорить об инвалидности детей.
Дело в том, что я работала в это WorkMethod отделе 8 лет назад. Правда, работала 18 лет, но тем не менее цифры, оказывается, у нас за 8 лет очень сильно не поменялись. М, В принципе, у нас детей-инвалидов по республике, ну, 8 лет тому назад тоже было 300 человек где-то приблизительно. На сегодняшний день, вот за 2020 год, мы тут в этой форме 19-й по ЕРМИАЦ, значит, посмотрели, тут у нас 312 детей, инвалидов по зрению. Из них 5 детей, инвалидов абсолютно слепых. Но почему-то мне кажется, 5 инвалидов абсолютно слепых, что-то маловатая цифра. Но хотя вот человек из соцзащиты говорит, что тоже у них как бы по льготным, Та же статистика. да, тоже 5 человек, поэтому как-то, ну, что-то тут, ну, в общем, это потом надо будет, наверное, выяснять, в чем проблема. Так, я хочу сказать, что это самое, в основном у нас оказывается, ну, как-то раньше я этого не замечала, но, вернее, не то, что не замечала, как-то мы об этом, может быть, и не это самое, динамику не смотрели или что, я не знаю, но у нас как-то вот инвалидность детей, она отдельной строкой в отчете или вот в вебинаре никогда она не звучала. Я, по-моему, первый раз в жизни выступаю по поводу инвалидов детей. В общем-то, инвалидов по зрению, да, в обществе слепых мы постоянно с ними как-то контачили раньше, и, в общем-то, у нас были какие-то взаимодействия. А по инвалидности детей, именно по зрению, вот я как-то это первый раз этим занимаюсь, так скажем. Я хочу сказать, что, оказывается, мальчиков у нас больше, чем девочек инвалидов. Айталина Макаровна, это Зависла. только у меня или зависло, да, у всех? Да. Так, Айталина Макаровна, думаю, сейчас вернется. Какие-то технические неполадки. Айталина Макаровна говорит, что мальчиков по статистике больше, да? Как вы думаете? Всех возрастных групп. Так, имеется ли статистика? Слышно, да? Да, слышно, Айталина Ага, Макаровна. всё. Ага. Вернулась на родину. Что-то тут у нас видимо, было. Ага. Так, я хочу сказать, что мальчиков у нас больше почти в 2 раза, чем девочек. То есть мальчиков у нас 184 мальчика-инвалида, а девочек 128. И в основном у нас, значит, возраст от 5 до 14 лет. Основная масса у нас от 5 до 14 лет. Ну, это как бы, может быть, и детство основная цифра, как бы от 5 до 14 лет. Но, тем не менее, как бы вот от 5 до 9 у нас 40%, ну, 39 с копейками и девочек, и мальчиков, да? А от 10 до 14... Ой, опять зависла. Так, Айталина Макаровна, по-моему, через телефон зашла, да? Если звонят, то обычно так зависает. Так. Ну, ждем, наверное, Айталина Макаровна. Айталина Макаровна, вот она. Все пришло, ну, без звука.
Мы вас слышим, Катерина Макаровна. Опять пришло? Ага. Что-то Да. почему оно включается-то? Ничего не понимаю, короче. Вообще детей-инвалидов у нас по республике, по нашему отчету, 6500 где-то так. И из них впервые выявлено, ну, где-то 269 мальчиков и 162 девочки. Это как бы 10% приблизительно так получается. Ну, в принципе, это те же цифры, которые были 8 лет назад. Поэтому ничего я такого, страшного не могу сказать, что вот 8 лет назад было очень плохо, сейчас очень хорошо, или наоборот, 8 лет назад было очень хорошо, сейчас очень плохо. В принципе, я вижу те же самые цифры, поэтому как бы, если посмотреть по России и по республике, и по федеральному округу, да, мы как-то, цифры у нас приблизительно одинаковые по процентам. Мгм. Так, опять пропали, да? Опять зависла. Ага. Так. Айталина Макаровна. Ой, я говорю, а тут я без звука сижу, оказывается, сама. Айталина Макаровна, надеюсь, в конце нашего вебинара, после всех выступлений, на вопросы ответите, да? Через чат можно, со связи очень плохо оказывается. Идем дальше, да, наверное? Не будем ждать, но, конечно, очень интересная информация. Или ждем, как вы считаете, Айталина Макаровна? Лучше выслушать других. Ага, так. Ну, давайте идем дальше. Так, следующий докладчик у нас выступят заведующая психолого-педагогического отделения Республиканского реабилитационного центра Лаврентьева Акулина Иеремеевна и врач-офтальмолог Митина Татьяна Григорьевна. Коллеги расскажут о крайне необходимых мерах реабилитации и абилитации детей с нарушениями зрения в условиях реабилитационного центра. Добрый день, уважаемые коллеги, родители, участники вебинара. Разрешите представить наше сообщение. Сейчас получится. Хотела презентацию показать. Ага, можно включить. Угу. Видно, да? Пока нет, не видно. Видно? Нет, пока нет. Демонстрацию экрана нужно включить. Я так, сейчас, минуточку. Так, демонстрация экрана. Нажимаете на презентацию и внизу применить кнопочку. Кнопочку, так. Ой, еще раз попробуй. Демонстрация экрана, потом? Находите вот презентацию саму и внизу в углу применить. Нажимаете. Поделиться. Так, Или поделиться, да, поделиться. Да? Угу. Угу. Видно, да? Вот, идет, ага. Запускается. Видно? Сейчас слайд так. А как остановить? А как сам слайд? Ой,
включается. Почему не включается слайд? Ну ладно, пусть так тогда. Так, индивидуальный маршрут реабилитации и реабилитации детей с нарушением зрения в условиях реабилитационного центра. Республиканский центр начал свою деятельность с марта 2018 года. Цель деятельности является предоставление услуг по комплексной реабилитации и реабилитации детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 лет и обеспечение своевременной социальной адаптации детей к жизни в обществе и инклюзивному образованию. Центр имеет 4 отделения. Это отделение социально-медицинской реабилитации, отделение социально-психолого-педагогической, отделение социально-средовой реабилитации и ресурсный центр по ранней помощи. Так, с 2018 года прошли реабилитацию 4997 детей с инвалидностью и 1173 детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 лет, в том числе 17 детей было с нарушением зрения. Комплексный курс реабилитации составляет 21 календарных дней. Дети проходят комплексное обследование всех специалистов, социально-медицинскую диагностику, социально-психологическая диагностика и социально-педагогическая диагностика. Затем составляется маршрут реабилитации. Маршрут реабилитации предоставляет собой комплекс услуг социально-психолога, медико-педагогической реабилитации и абилитации. Это социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-медицинская реабилитация и формирование и развитие социально-бытовых навыков и социокультурные мероприятия. Социально-психологические услуги предоставляют у нас психолог и психотерапевт. Занятия проводятся в кабинетах, сенсорных кабинетах, где проводится консультирование родителей по вопросам реабилитации и абилитации, занятия с детьми по снятию психического напряжения, коррекция поведения, коррекция поведения, снятие мышечного психоэмоционального выражения и активизация различных функций центральной нервной системы. Так. Следующий слайд. У нас есть новая технология, это сенсорная интеграция «Дом совы». Это название метода, суть в котором заключается восполнить дефицит сенсорного опыта. Сенсорно-интегративная терапия, благодаря которой влияет на развитие мышечной, вестибулярной, тактильной и проприоцептивной системы ребенка. Социально-педагогическая реабилитация – это ежедневные занятия логопедов и учителя-дефектолога. Проводятся индивидуальные и групповые занятия. Также мы используем методики верботонального метода – это фонетическая ритмика и музыкальная стимуляция. Ну, также есть у нас развивающая среда – это монтессори-терапия, социально-бытовая адаптация, мини-макет квартиры, специально для детей, для социальной бытовой адаптации. Также проводится каждый заезд социокультурная реабилитация. Это проводятся культурные мероприятия, экскурсии, мастер-классы родителей. Также у нас есть занятия по изотерапии, игротерапии. Но, к сожалению, у нас в центре нет офтальмолога, то есть офтальмолог есть, теплопедагога нету. Сейчас выступит Татьяна Григорьевна, врач-офтальмолог. Ну вот кратко так.
Ага. Акулина Еремеевна, а Да. со скольки лет принимают? С 0 Да. до 18 лет у нас есть центр по ранней помощи. По ранней помощи? Это Да. психологи, Да, психологи, логопеды? дефектологи и медицинская реабилитация. Мгм. Еще какие Татьяна вопросы? Григорьевна, еще есть, как можно попасть? Вот спрашивает в чате. Можно Какие попасть через документы нужны? УСЗН. Направление берут через УСЗН, дети-инвалиды. Мгм. А дети с ограниченными возможностями могут попасть через ОМС. Квота, да? Вот, да. Через квоту. Ага. Хорошо. Татьяна Григорьевна. Да, здравствуйте. Мгм. Всех приветствую, участников вебинара. Хотела, конечно, Акулина Ремеевна, вот недаром, наверное, ошиблась, что нет офтальмолога, потому что Да. Нет, офтальмолог есть у нас офтальмолога. Нет, кабинет офтальмолога у нас действительно заработал только с февраля месяца этого года, хотя у нас центр работает, как Акулина Ремеевна сказала, с марта, с 2018 года. Поэтому вот я немножко хочу осветить вас, да, что кабинет офтальмолога у нас оснащен аппаратным лечением, да, аппаратурой различными, да, которым можно привести детей и лечить на аппаратное лечение, провести детей на аппаратное лечение с нарушением зрения, можно сказать, да. У нас, например, имеется аппаратное лечение лазер-стимуляция, такое как для лечения амблиопии со стигматикой, есть синаптофор для лечения миопии с фориями, с косоглазией, имеется аппарат пневмомассажа для улучшения кровообращения вокруг мышц глаз, аппаратное лечение, например, с помощью прибора каскад в случае расходящего косоглазия, да, на приборе АМО-АТОС можно получить тренировку, аккомодация по Аветисову, релаксация вдаль по Колесникову-Волковой, да, вот, ну, очень много различных аппаратур имеется для раннего, как бы можно сказать, устранения таких серьезных нарушений по зрительной функции. Поэтому смело можно уже записаться, как мы откроемся, детей с нарушениями зрения, можно сказать, как всего-навсего вот с февраля месяца у нас аппаратное лечение существует. Ага. Где вы находитесь? Какой адрес? Где находится ваш центр? Спрашивает, и сколько длится реабилитация? С родителями можно лежать в центре или только вне стационарно? Вот вопросы с чата. Находимся на Сергеляхском шоссе, дом 47. 13-й километр, да, Акулина Ремеевна, наверное, точнее скажет на этот вопрос. Акулина Ремеевна. Ой, да. Акулина... Но у нас сейчас на данный момент нет общежития, поэтому лежать там нет, только дневное. Мы работаем 3 смены. 3 смены, принимаем 120 детей, работаем 3 смены, в каждую смену по 30, по 40 детей. С родителями пока общежитие не открылось, но вот с нынешним ситуацией все закрыто, общежития нет, только с родителями. Дневное пребывание на 3 часа. На данный момент работаем дистанционно. Ну, надеемся, после 8 ноября 21 день полностью у нас реабилитация идет. Поэтому это только реабилитация для детей и подростков, реабилитация с 0 до 18 лет. Угу. Так, еще вопросы будут? Так. Приглашаем, очень хороший современный у нас реабилитационный центр. Да, со всеми новые технологии, да? По новой технологии. Вот игровая мне понравилась. Как называется? Сенсорные, да? Это
как они там играют? Савадин. Сенсорная интеграция, Ага. сова, дом совы. Ну, там работает Дом специалист, совы. который, да, специально по программе Это новая проводит какая-то. детям занятия. Да, именно стимуляция, вестибулярная стимуляция, проприоцептивная, через тело там есть, типа как яйцо, ну, чтобы ребенок понял свое тело, себя, познал себя. Ну, типа такая методика, да. Мгм. В основном Так. в этой комнате у нас занимаются дети с РАС, у кого с аутистическим спектром. Так, у нас вопрос. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья не обязательно имеет статус ребенка-инвалида. В чем разница между этими понятиями? Вот такой вопрос. Но ребенок-инвалид – это официальный статус, ну, как бы ребенка-инвалида, а ребенок с ограниченными возможностями – это ребенок, у которого нет инвалидности. Но, да. Можно сказать. Угу. Татьяна Григорьевна. Ага, пограничное состояние, это еще мы можем ребенка не довести до инвалидизации, можно сказать, да, поэтому вот такие у нас реабилитационные центры работают, чтобы ребенок стал ну, нормальным, как бы без ограничений возможностей здоровья. Да, ребенок должен социализироваться. Наша цель такова центра. Потому что мы образовательной деятельностью не занимаемся, у нас бы как бы социальная реабилитация. В основном пытаемся социализировать детей в общество через разные методы. Угу. Очень хороший центр. Благодарим вас за такую работу. И вот благодарственное письмо мы вам тоже отправим от нашего имени, от имени нашей библиотеки. Выражаем вам глубокую признательность. Ну и в конце, наверное, если будут вопросы, пожалуйста, не уходите. Могут быть вопросы от родителей. Ага. Так, идем дальше. Так. Семья и дошкольное образовательное учреждение – два важных института социализации детей. Их воспитательная функция различна, но для всестороннего развития ребенка требуется их взаимодействие. Так, в Якутске существует единственное государственное специализированное дошкольное образовательное учреждение «Подснежник». О том, как оно организовано и о других аспектах его работы нам сегодня расскажут заместитель заведующей по образовательно-воспитательной работе Матвеева Надежда Николаевна и медсестра-ортопистка Агеева Олеся Раисовна. Очень приятно. Приветствуем вас. Добрый день. Нам очень приятно. Демонстрацию экрана, чтобы мы запустили разрешение, нам дайте, пожалуйста. Да, уже все разрешено. Можете включить. Хорошо. Так, Видно, да? Да, видно. Так, ну начнем давайте. Наш детский сад, как уже сказали, единственный в городе Якутске, да, находится он у нас по улице Петра Алексеева, 10/1, заведующая нашим детским садом Ткачук Татьяна Прокопьевна. Детский сад уже довольно-таки старый, ему на сегодняшний день 43 года, и уже практически 23 года мы занимаемся детьми с нарушением зрения. На сегодняшний день наш детский сад посещают 327 детей, из них 187 дети с нарушением зрения, из которых 27 это дети-инвалиды. Да? Ну, как понятно по цифрам, проходит обучение и воспитание детей с нарушением зрения в инклюзивном режиме. Что это значит? Это значит, что дети с нарушением зрения, дети-инвалиды обучаются и воспитываются совместно со здоровыми детьми. То есть примерно половина на половину, да, вот где-то так.
дает очень хороший результат. В таком режиме мы работаем уже более 20 лет. Да? В нашем детском саду работает психолого-медико-педагогическая служба, в которой входят специалисты детского сада, педагог-психолог, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педиатр, врач-офтальмолог, медицинские сестры, ортоптистки. В течение учебного года проводятся 4 плановых и по необходимости внеплановые заседания. На сегодняшний день у нас работает 2 учителя-логопеда и 5 учителей-дефектологов. То есть не считая младшей группы, начинается средняя, старшая, подготовительная, там получается 1 дефектолог работает на 2 группы, поэтому результат получается очень даже неплохой. На базе нашего сада успешно завершен эксперимент по раннему обучению детей дошкольного возраста английскому языку. В результате этой работы была составлена программа, и вот детки с нарушением зрения, они сейчас успешно имеют возможность обучаться английскому языку по авторской программе и показывают очень даже отличные результаты. Вообще, скажем так, патология зрения, она несет с собой некую скованность детям, да, то есть, как правило, таким детям противопоказаны физические нагрузки, у них спецгруппа по физвоспитанию, им не рекомендуются наклоны, прыжки и так далее, и поэтому все дополнительное образование у нас, оно имеет в основном такой более спокойный, ну, то есть все нацелено на то, чтобы вот эту вот потребность как-то удовлетворить. То есть это у нас получается вот обучение английскому языку, лего-конструирование младшей и средней группы, а в старшей группе уже идет робототехника. То есть у нас сонор идет, да, то есть в основном хоровое пение, те кружки, которые не требуют физической вот такой сильной активности. На сегодняшний день в нашем детском саду 89% детей охвачены дополнительным образованием. То есть практически каждый ребенок может найти и как-то реализовать себя. Это, конечно, вот как я уже сказала, да, раннее обучение английскому языку, лего-конструирование, робототехника, хомус, хоровое пение, дипсонор, шашки, кому можно бегать и прыгать, пионер-пол, хореография, шахматы. Вот такие виды дополнительного образования мы предоставляем детям. И если, конечно, врач-офтальмолог дает разрешение ребенку на посещение какого-то кружка, то дети очень, скажем так, хорошо этим занимаются. Каждый имеет возможность в чем-то себя реализовать, чтобы в дальнейшем это помогло ему развиться и раскрыться и социализироваться. Вот как говорили предыдущие коллеги реабилитационного центра, да, мы тоже работаем в основном на успешную социализацию ребенка в обществе. Большое внимание уделяется ознакомлению детей с родным краем, его особенностями природы, животным миром. Детей обучаем разговорному и русскому языку. И в нашем детском саду имеется кабинет охраны зрения, о котором более подробно вам расскажет Агеева Олеся Раисовна. Здравствуйте. Значит, дети, которые посещают наш детский сад, после осмотра офтальмологом, у нас офтальмолог Вычужина Любовь Семеновна, она им назначает аппаратное лечение. Значит, в детском саду можно пройти такие виды лечения, как лазер-стимуляция, магнитостимуляция, аппараты цветоимпульсной терапии, ТАСИР, АСО, синаптофор тоже вот, там можете переключать, компьютерные различные, это макулотестер, различные компьютерные программы, релакс, контур, это магнит, вот, ну, видите, мускул-тренер. Значит, дети посещают наш детский сад, имеют различные патологии зрения, такие как гиперметропия, миопия, косоглазие, катаракта, афакия, частичная или полностью атрофия зрительного нерва, ну и различные другие патологии. В чем, сказать, преимущество вот аппаратное лечение? В том, что это безопасно, и дети не боятся этого, и с удовольствием идут в наш кабинет. И аппаратное лечение глаз позволяет укрепить зрение и
укрепить зрение и достигаем того, чтобы зрение не ухудшалось, а оставалось хотя бы на прежнем уровне, особенно у детей-инвалидов, которые по зрению. Все. Еще чем раньше начато лечение, тем более будет эффективный результат. Поэтому родителям рекомендуем как можно раньше начать посещать наш детский сад. Спасибо. Ага, спасибо, Олеся Раисовна. Если будут вопросы, Олеся Раисовна здесь, она ответит. Ну, а я расскажу немножко, как попасть в наш детский сад. Детский сад наш, скажем так, один в городе, да, один на весь город. И попасть к нам, ну, довольно-таки сложно. Ну, в принципе, ничего сложного в этом нет. Прежде всего, какой бы он ни был специализированный, это все-таки детский сад. Поэтому ваш первый шаг – это встать на очередь управления образования, окружной администрации городского округа для предоставления вам места в детский сад. Далее вы должны очень тесно сотрудничать со своим врачом-офтальмологом по месту жительства. То есть вы должны стоять у него на учете и должны известить его о том, что вам требуется вот такой специализированный детский сад. Далее уже врачи-офтальмологи нам передают списки нуждающихся. Сразу предвосхищая вопрос, на сегодняшний день очень много частных клиник, которые, ну, тоже, скажем так, оказывают услуги, тем не менее с нами не сотрудничают и списки нам не передают. Что делать в этом случае? В этом случае вы берете направление у офтальмолога, у которого вы наблюдаетесь, да, пусть это даже будет и частная клиника какая-то, и уже с этим направлением приходите к нам. Как я уже сказала, детский сад находится по улице Петра Алексеева, 10/1. Далее уже администрация нашего детского сада формирует списки, которые были направлены, да, от всех офтальмологов нашего города, и направляет эти списки на психолого-медико-педагогическую комиссию. Психолого-педагогический подростковый центр находится на Рыбинского, 18/3. И они уже там нам говорят, когда они назначат комиссию, и уже мы доводим до сведения родителей, когда нужно будет родителям подойти на комиссию, что для этого нужно сделать и так далее. А уже по результатам психолого-медико-педагогической комиссии детей зачисляют в детский сад. Как бы кажется, что очень много и долго, но тем не менее на самом деле это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Хочу еще немножко добавить, что списки на следующий учебный год формируются уже в январе-феврале. То есть не нужно ждать мая, июня, июля или там сентября. В сентябре вас уже никто не зачислит в детский сад. Все это делается в феврале или в январе даже. Вы уже сейчас, после Нового года, сразу должны озаботиться, если вы хотите попасть в наш детский сад. Да. Потому что уже в марте все списки будут сформированы, все комиссии будут проведены, путевки будут выданы детям. Ну вот у нас как бы все. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо большое, Надежда Николаевна. Вот в чате вопрос: как принимаете абсолютно слепых детей со здоровыми детьми, как они адаптируются? Они прекрасно адаптируются. Во-первых, им помогают, оказывают помощь тифлопедагоги, то есть учитель-дефектолог, да, тифлопедагог, они прекрасно. И уже вот начиная с младшей группы, педагог, воспитатель, который работает в детском саду, он помогает ребенку с нарушением зрения не стесняться, а спрашивать и просить помощи у здоровых детей. Да. Ребенок маленький получает положительный опыт, что он обратился за помощью, ему ее не отказали, ему оказали. А ребенок, который нормально видящий, он наоборот учится оказывать помощь и даже предлагать ее тогда, когда об этом не просят. Он видит, что ему трудно, что ему тяжело. Мы работаем с очень тяжелыми диагнозами, да, как я уже сказала ранее, в нашем детском саду на сегодняшний день 27 детей-инвалидов, да, в среднем в группе 4-5 детей-инвалидов. Поэтому здесь адаптация проходит очень легко. Вот я вижу вопрос, сколько детей в группе. Детей в группе много. С
Списочный состав 25, колеблется от 20 до 26, в зависимости от возраста. Вот таким вот образом. Мгм. Еще вопросы? Так, Ну, если вопросы появятся, в конце я отвечу. Мгм. хорошо, спасибо большое. Вам Спасибо. тоже благодарность от нас. Благодарственные письма отправим электронно. Так, у нас Спасибо. Айталина Макаровна присоединилась, да? Айталина Макаровна Она вышла. вышла, да? Так, так, идем тогда дальше. Еще вот один острый вопрос, который стоит перед родителями. Это психолого-педагогическая помощь с темой организации коррекционной и психолого-педагогической помощи в Республиканской специальной коррекционной школе-интернат. Выступят учитель-дефектолог Охлопкова Нария Ивановна и педагог-психолог школы Попова Ирина Александровна. Нария Ивановна, здравствуйте, вас видно и слышно. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие наши родители. Как нас уже представили, мы сегодня вам вкратце расскажем о нашей школе. Наша школа единственная в республике, которая принимает детей с нарушениями слуха и зрения. Как вы все уже знаете, с 2012 года две коррекционные школы объединились, и мы сейчас работаем в таком формате. У нас всего 256 детей, это считая 2 блока, и из них 127 детей с нарушениями зрения. В нашу школу мы принимаем только по инвалидности детей, именно которые относятся по категории ребенок-инвалид. Здесь наши дети обучаются с 1 по 12 класс, они получают аттестат и уже наша основная цель нашей работы – это дать им образование, а также и продолжить, как сказали наши коллеги, социальная реабилитация и социализация. Готовим детей ко взрослой жизни. После окончания школы дети поступают в высшие учебные заведения, те дети, которые сдают экзамен единый государственный экзамен. А также те дети, которые, есть у нас дети, которые очень сложные, с очень сложным диагнозом, с тяжелыми множественными нарушениями. Мы их тоже, они у нас выступают вот к вам, к коллегам, реабилитационный лицей-интернат, да? А также вот все те, которые наши дети заканчивают нашу школу, большинство получают профессию, рабочую профессию. И что еще рассказать? Может, есть вопросы у родителей? Ну, как поступают в школу, в вашу школу? Поступает в нашу школу, получается, у ребенка должна быть инвалидность. Мы принимаем всех, кто хочет поступить в нашу школу, приходят, пишут заявление, проходят по МПК, и со всеми этими документами приходят сюда и сразу начинают обучение. Также, смотрите, то есть по программе, если пройтись, у нас программа ФГОС, адаптивная, основная образовательная программа. И она отличается на начальное образование и на общее образование. Также обучается, получается, 4.2, 4.3 и 4.4 по варианту. 4.2 и 3.2. Вот получается 4.2, да, слабовидящие, которые здесь у нас в школе учатся, а вот 4.3 и 4.4, да, и вот и также 3.2 и 3.3, да, они могут обучиться у нас либо очно, либо дистанционно, то есть у них на домашнем обучении. На домное обучение. Ага. Я еще знаю, у вас реабилитационный центр есть, да, для дошкольников, гнездышко. Да, получается, есть коррекционная Про него можете рассказать? Ага, чуть-чуть. Там, получается, тоже детей принимаем. В одном заезде у нас, получается, 4 ребенка.
тоже приходят со всеми вот этими документами, ПМК, там инвалидность и так далее. Ну, в целом на сайте можете посмотреть, что именно нужно. Ага. А где он находится? В здании школы? Школы, да. КРЦ «Гнездышко» у нас находится здание школы. И тоже Адрес очень... можете сказать? Вопросы будут. На каком адресе находится школа? Школа у нас находится на Вилюкском тракте, 3-й километр, дом 47. Сейчас по зрению Так, разбивается. Ага. мгм. Вопрос. Сколько классов по зрению разбиваются один? У нас всего в начальной школе 15 классов комплектов, 15 классов комплектов. Из них у нас 7 классов – это дети с нарушениями зрения. А в основном в классах, самое большое количество детей у нас 12. По норме мы берем в один класс 12 детей. Из них должно быть 2, которые учатся по системе Брайля. По системе Брайля у нас сейчас в начальной школе учатся 12 детей. По системе Брайля. Это в начальной школе. Начальные классы, да? Это начальные классы именно, да. Мгм. Хорошо. Еще какие вопросы? ЕГЭ как сдают выпускники? Успешность какая? Школа республиканская, единственная, в которой наши дети сдают единый государственный экзамен. Наша школа является пунктом проведения экзамена 750, да? Мы единый госэкзамен сдаем с 2011 года. Пунктом проведения стали тоже с 2011 года. Дети с нарушениями зрения все сдают. Нынче в этом году, уже в последние 3 года, наши дети сдают единый госэкзамен по математике, не базовый уровень, называется он не базовый, я точно не могу сказать, но выше базового. Нет, он называется профильный экзамен, да, и вот поступают в высшее учебное заведение, в частности, Северо-Восточный федеральный университет. Дети могут вправе выбрать 5 экзаменов на свое желание и сдать единый государственный экзамен. А также они могут выбрать просто итоговый экзамен просто в виде изложения. Те, которые заканчивают аттестатом, и те, которые не планируют поступать в высшее учебное заведение. Мария Ивановна, вот в начальных классах сказали 12 детей брайлистов, да? А вот в средних и старших классах сколько брайлистов у нас? Вот на следующей неделе, в ноябре, у нас будет вот уже ежегодный конкурс. Зависло, да? Ежегодный конкурс по чтению письма по системе Брайля. И сколько детей выступят у нас в конкурсе, будут участвовать? Именно по Брайлю, да? Нет. Именно по Брайлю. Егоровское чтение, да? Мы насчет Нет, этого... нет, это не егоровские чтения. Конкурс чтения письма. Это ежегодно у нас проходит. Старшие классы. Так, 19 должна быть. Получается, там и дети надомного обучения, и те, кто здесь учится тоже, они должны включиться. Мы подробно об этом можем лично поговорить. Я вам список отправлю, вы нам... Хорошо. Спасибо большое. Извините, а можно задать вопрос нашим коллегам из детского сада, детского центра «Подснежник»? Мы можем задавать вопросы? Да, конечно, можно. Надежда Николаевна, вы нас слышите? Да, мы здесь, да, слушаем. Здравствуйте. Я Ирина Александровна, я педагог-психолог, да, школы, работаю с 2011 года. У нас такой вопрос. У вас в детском саду «Подснежник» есть дети, которые тотально слепые, с тяжелыми множественными нарушениями в развитии? Вы таких детей принимаете? Конечно, конечно, принимаем, конечно. Вот такие дети у вас есть, да? Такие дети у нас есть, да, и такие дети потом идут к вам, в вашу школу. На сегодняшний день приблизительно 2-3% детей наших идут в вашу школу.
школу. Процент очень маленький. Почему? Потому что не все родители до конца понимают и осознают, что нужно сохранить вот то, что у ребенка осталось, вот сохранных вот этих анализаторов, да, приходится родители очень сильно убеждать и вот как бы, да, но я хочу сказать, что наши детки очень неплохо социализированы, и основная масса в обычных школах чувствует себя очень даже неплохо и обучается очень даже неплохо, но тем не менее в среднем где-то вот от 3 до 7% наших детей идут в вашу школу. Да, ага. Хорошо, спасибо. Мария Ивановна, Ирина Александровна, большое спасибо. Мы вам тоже благодарное письмо отправим в электронном виде. А сейчас давайте посмотрим, пригласим нашего библиотекаря. Он расскажет о Центре детского и семейного чтения «Светлячок» при нашей библиотеке. Максимов Гаврил Анатольевич нам проведет немножечко экскурсию. Слышно, да? Да, слышно и видно хорошо. Только тормозит, кажется. Здравствуйте, участники вебинара. Сейчас я хочу рассказать о нашем регионе. Центр открыт в 2011 году при отделе обслуживания на базе клуба для родителей со слепыми и слабовидящими детьми «Светлячок». В центре организованы все условия для комфортного пребывания детей и их родителей. Кабинет очень уютный, удобный и, конечно же, безопасный для нахождения детей любого возраста. И здесь отдельно собран фонд детской литературы плоскопечатным шрифтом и рельефно-графические пособия и многоформатные книги, подаренные фондом иллюстрированные книжки для маленьких детей, а также фонд рукодельных тактильных книг. И здесь же организовано рабочее место с речевым выходом для ребенка-инвалида по зрению и плазменный телевизор с игровой приставкой, музыкальный центр с караоке, электронным пианино и, конечно же, развивающие игры. И в центре имеются все материалы и средства для творческой деятельности. И при центре для родителей работает клуб «Мы вместе», который организован в 2020 году для осуществления ранней информационной и методической помощи родителям с проблемами зрения. В центре мы стараемся стимулировать занятия ребенка творчеством, быть непосредственными участниками творческого процесса, и для этого мы организовали творческие мастерские, которые очень полюбились детям. В творческой мастерской «Радуга творчества» дети лепят из пластилина или соленого теста, составляют букеты из сухих цветов, занимаются квиллингом, оригами. Мастерская ориентирована на детей от 7 до 13 лет. А в творческой мастерской дети сами создают мультфильмы. Они открывают для себя много интересного в процессе создания. Так, Гаврил очень интересно рассказывает, но, к сожалению, зависает, да? Мультфильма. И самое главное, хорошая фантазия. От 7 до... А для маленьких детей при центре есть сказка-терапия. Сказки являются одним из самых эффективных методов обучения ребенка. Через сказкотерапию мы развиваем воображение ребенка. По итогам занятий мастерских организовываем тематические выставки, рисунки, подделки развешиваем в читальном зале, размещаем на сайте, инстаграм-аккаунте библиотеки,
наши творческие мастерские помогают детям поверить в себя и свои силы. И у нас есть такая услуга, как индивидуальное распространение информации. Это одна из форм информирования, которая ориентирована на определенный круг специалистов. Это врачей, офтальмологов, тифлопедагогов и других специалистов. Мы им предоставляем информацию из различных статей, а также информируем о поступлениях документов в библиотеку. Это для специалистов методические пособия, да? Да. Угу. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Наш центр всегда будет рад встрече с вами, уважаемые родители и дети. Спасибо большое, Гаврил. Вот творческая мастерская сказкотерапия. Мы часто выезжаем к детскому центру «Подснежник», Надежда Николаевна. Как после этого дети себя ощущают? Нравятся ли такие сказки терапии? Ну, конечно, во время пандемии в прошлом году у нас только один раз было. Надежда Николаевна, ваше мнение об этой творческой мастерской? Ой, отличная мастерская, если она будет работать, вот именно будет работать в полноценном режиме, да. И хочу сказать большое спасибо, как сказать, от них мы получаем информацию о новинках, да, в слове тифлопедагогики. Дефектологи наши, скажем так, ну, пользуются этим, да, спросом, поэтому я думаю, что работа очень хорошая, ее нужно продолжать. Угу. Спасибо ну большое. И благодарность тоже, да, спасибо, да, за такую работу. Так, наш следующий, последний докладчик, наша коллега, главный библиотекарь специализированной библиотеки города Якутска, книга 03, Тодышева Анна Александровна. Она выступит с обзором специализированной литературы «Особое детство». Здравствуйте! Приветствую всех участников онлайн-вебинара. И прежде чем приступить к обзору, давайте я вам покажу, познакомлю вас с нашей библиотекой. Так, получается же, да? Угу. Нет, подождите. А со звуком должно быть, да? Не слышно звука. Звука нету, да? Так, сейчас... Анна Александровна, одну минуточку. Вы пока разбираетесь, да? Я скажу, что Айталина Макаровна не сможет сегодня к нам присоединиться, может ответить на вопросы, можете задавать в чате. Я через WhatsApp с ней буду общаться. У нее технические проблемы вот со связью, да? Говорит, что очень интересная беседа получается у нас сегодня. Так, спасибо за организацию. И отправила вот таблицу. Статистика. Так, за 2020 год. Вот она эту статистику нам рассказала, да? Мужчины 4048, женщины 2000. Да, идет. Идет? Идет.
Библиотека – территория милосердия. Этот слоган является стержневой характеристикой специализированной библиотеки, деятельность которой началась в 1994 году. Ее услуги предназначены для людей с инвалидностью всех возрастов, ветеранов войны и труда, одиноких, престарелых, пожилых и пенсионеров. Для них, замкнутых и оторванных от внешнего мира, создана патронажная библиотечная служба, жизненно важная духовная поддержка. На современном этапе это единственная библиотека с патронажным обслуживанием, удостоенная диплома 4-го международного конкурса практик «Лучший город СНГ» и Евразес. Услугами библиотеки «Книга 03» пользуются городские учреждения, организации и центры социальной защиты населения. Процесс социокультурной реабилитации проходит через участие в культурно-массовых и информационных мероприятиях. Библиотека предоставляет бесплатный доступ к ресурсам справочной системы «Консультант Плюс», к информационной системе НЭП, образовательной платформе YouRight, электронной библиотеке Litres. Досуговая работа библиотеки направлена на расширение круга знакомств и преодоление замкнутости читателей, поэтому праздники на дому и клубные объединения являются ее неотъемлемой частью. В приоритете библиотеки формирование универсального фонда, также и по специализации, книги по психологии, коррекционной педагогике, социальной работе, библиотерапии и мотивационной литературе. Ведь жизнь с книгой интересней и содержательней. Пусть каждый получит эту возможность, чтобы улучшить жизнь и сделать мир добрее. Так, все, на этом все. Вот такая вот видеопрезентация нашей библиотеки. Как было уже отмечено, о том, что у нас фонд формируется исходя из специализации, да? И сегодня я представлю вам обзор «Особое детство». Так, надеюсь, видно? Видно, видно. Ага, видно, хорошо. Итак, этот обзор мы сформировали, исходя из двух принципов. Это читаемости наибольшей активности, да, то есть книги, которые были запрашиваемы и которые получили наибольший отклик от читателей. Так, и по доступности, по принципу доступности, то есть книги, которые можно найти в электронном формате, в электронных библиотеках, например, как Litres, или в библиотеках города Якутска. Также можно приобрести в магазинах, в книжных магазинах, да, и есть книги, которые доступны только у нас в библиотеке. Прямо на презентации будут такие пометки о том, что они доступны только у нас. Итак, обзор «Особое детство» для родителей детей с особыми образовательными потребностями. Хотелось бы сразу отметить, что данную формулировку или даже термин, да, мы придерживаемся достаточно давно в ходе сотрудничества с Пантелеймоном Романовичем Егоровым, которого вы, наверное, все прекрасно знаете. Он является не только директором научно-инновационного центра, да, но и является активным сторонником инклюзивного образования. Этот термин мы сегодня уже слышали достаточно несколько раз. И я думаю, что мы все знаем, что эта инклюзия именно в образовательной системе очень важна и нужна. И, конечно же, равные права для всех детей должны получить все. Так? Инклюзивное образование, вообще этот термин, да, является в литературе таким достаточно распространенным. Так? По инклюзивному образованию литературы много, и я хотела бы выделить именно эту книгу, и потому что это не просто книга, это словарь специальных терминов, да, который был издан в рамках большой программы, именно образовательной, да, федеральной программы «Наша новая школа, будущая школа для всех». Здесь важный такой аспект, в словаре находится не только толкование определенных каких-то слов, да, терминов, а здесь попытка систематизировать все
всю литературу специализированную, все диссертационные статьи, есть даже ссылки на официальные сайты, да, и которые именно по образовательной, по инклюзивному образованию, да, попытка систематизировать. Дальше идем. Среди вот инклюзивное образование, как я говорила, есть много литературы, и среди них автор Лариса Михайловна Крыжановская является таким фундаментальным, да, автором, который публикует свои статьи, пишет и исследует именно коррекцию работы с особыми детьми. Да? Эту книгу у нас, это учебное пособие, конечно, понятно, что язык уже такой больше для специалистов, но я думаю, что родители тоже у нас одалживают, и здесь находятся такие инновационные подходы именно вот в условиях инклюзивного образования. Так? Эту книгу можно найти, и тут пометки нету, поэтому эту книгу можно найти в электронном формате. Так, идем дальше. Наряду с вышеперечисленным автором, да, Наталья Георгиевна Карельская тоже является таким, не вторым человеком, да, не вторым автором, а именно эта книга. Она доступна у нас только в библиотеке. «Особенная семья, особенный ребенок». Так? И здесь в чем вообще специфика этой книги? Если вот у Крыжановской Ларисы Михайловны здесь язык такой специалитета, да, то здесь в создании именно этой книги принимали участие родители детей с особыми образовательными потребностями. Так? И в связи с этим помощь вот родителям, да, именно эта книга поможет посмотреть со стороны, не только вот со стороны вот специалиста, да, но и увидит какие-то истории, которые близки вообще по духу. Так, я сейчас немножко... Угу. Так, идем дальше. Так, Наталья Георгиевна и Лариса Михайловна в своих вот работах очень так тесно, да, и достаточно глубоко затрагивают арт-терапию и сказкотерапию, да, что мы и говорили. Вот предыдущие мои докладчики, что это действительно такие подходы, которые нравятся и детям, и взрослым, и можно получить какой-то определенный результат. И книга вот Татьяны Ткачевой «Психотерапевтические сказки», да, именно здесь сказки для детей, они такого небольшого формата. Можно найти сказки, сказки от возраста 10 лет. Да? Но есть несколько сказок, которые предназначены только для взрослых. И здесь фишка этой книги в том, что каждый родитель может самостоятельно, да, прочитав сказку, посмотреть на проблему с другой стороны, не обращаясь к специалисту. То есть после каждой сказки есть такой алгоритм вопросов, да, и какой-то результат и к какому-то выводу можно прийти после каждой сказки. Так, вот мы рассказали, и эта книга находится только у нас в библиотеке. К сожалению, в связи с тем, что она не переиздается, то можно только прочитать в библиотеке. Электронного формата нету. Вот эти представители были такого российского изучения, да, российские исследователи, и, конечно же, зарубежные исследователи должны попасть в нашу подборку. Именно вот известная исследовательница и клинический психолог, автор уникальной методики, она создала на опыте
своем, да, она исследовала не только такое американское, да, исследователи подключались, но и российские. И благодаря вот 9 принципам, да, здесь можно открыть возможности мозга, да, нейропсихология, по нейропсихологии, собственный мозг, так и мозг ребенка. Считается, что мозг ребенка с особыми образовательными потребностями уступает мозгу здорового человека, но Анат Баниэль так не считает и говорит, что, вот я сейчас процитирую, да, и она на своем опыте считает, что тысячи детей со всевозможными ограничениями самой разной степени тяжести стремительно учились новому. И эту книгу мы рекомендуем не только для родителей с особыми образовательными потребностями, но и для всех. Так? Дальше идем. Конечно же, мы не можем остановиться поподробнее на работах Людмилы Петроновской. Публикаций у нее очень много, у нее свой даже институт, да, семейного развития. Но мы выбрали именно эту книгу «Что делать, если…». Эту книгу можно читать и родители, и вместе с детьми. Да, получается, здесь различные ситуации, и благодаря этой книге ребенок может чувствовать себя увереннее, может выходить из положения. Действительно, она подсказывает некоторые действия, алгоритмы действий, да, по которым можно идти уверенным в школу, общаться, приспосабливаться к социуму. Так? Среди этих вот книг, мы называем их такими мотивационными для детей и для родителей. Книга Натальи Ремеш, наверное, все знаете. Книга, также есть мультфильм, да, про Диму и других. Эта книга, ну, является бестселлером. Да. Эту книгу читают все у нас практически, и дети, и взрослые. И, ну, конечно же, именно доступным языком, открыто говорится об особенностях других детей, да, об особенностях вообще человека, о неудобных каких-то вопросах, да, и она является действительно таким путеводителем и даже в какой-то мере подсказкой для нас, для вас. И сложные темы на самом деле становятся такими простыми. Дальше хочу рассказать про такую мотивационную тоже литературу. Это реальных событиях. Здесь рассказывается о обычной венгерской семье. Так, об обычной венгерской семье, в котором родился особенный ребенок. И здесь с простым таким языком мы входим в жизнь этой семьи, входим в переживания матери, родителей. И вот маленький Будда, да, на самом деле его зовут Имике, мы вместе с ним радуемся, вместе с ним плачем. И с рождения до того, как он поступил в университет, это на самом деле так, мы открываем завесу, вот, ну, не тайны, да, скорее завесу их будней, родительских, да, будней. И эта книга учит именно толерантности. Толерантности – это когда мы становимся терпимее к окружающим и вообще миру. И она действительно очень мотивационная. И эта книга пользовалась и пользуется у нас большим-большим успехом. Так? Так, ну, подборка такая вот закончилась, но я действительно подготовила такой бонус для родителей, да, вообще для родителей. Это Элеонор Портер Полианна, здесь про позитивное мышление, про то, что можно посмотреть на ситуацию другими глазами и в любой ситуации найти какие-то плюсы. Эмоциональный интеллект Джона Готмана и Джоан Деклер. Это, мне кажется, сейчас термин эмоциональный интеллект достаточно уже у нас на языке, да, родителей. И эта книга
Здесь не только вы найдете какие-то советы, да, а здесь эта книга из тех книг, когда нужно подумать, поразмыслить, пройти всевозможные тесты, прямо узнать результаты и сделать для себя выводы. Эмоциональный интеллект читается он так, если полианно, читается очень легко и непринужденный, да, но эмоциональный интеллект здесь нужно будет немножко время, чтобы поразмыслить, перейти к какому-то выводу. Так, и в конце для всех читателей, я всегда лично предлагаю Нарине Абгарян, Манюня. Наверное, все читали. Да. Здесь можно и поплакать, и посмеяться от души. И, мне кажется, одна из самых библиотерапевтических книг, хотя мы относим ее к художественной, да, она, мне кажется, больше всех учит чему-то, подсказывает чему-то. И в конце я хотела бы сказать, что, возможно, да, книги, специалисты для родителей являются таким инструментом, чтобы такой подсказкой, да, чтобы посмотреть на ситуацию с другой стороны, что книги дают вам какие-то знания, определенные инсайты, да, но все-таки решение, как воспитывать, да, своего ребенка, как посмотреть ситуацию, проблему, да, это уже на родителя. И я думаю, что вы будете пользоваться этими инструментами хорошо, полезно, и мы сможем воспитать совсем другое поколение, читающее поколение, свободное поколение, толерантное поколение. Спасибо за внимание. Ой, Анна Александровна, очень хорошие слова. Спасибо вам большое, огромное спасибо за такой, действительно, очень нужные и полезные книги, да, вообще классные. Так, ну, и благодарственное письмо тоже отправим в электронном виде. Так, ну, все выступающие у нас выступили. Дорогие родители, можете открыть видео и звук, можете задать вопросы нашим специалистам. Они открыты, пока есть момент, пользуйтесь этим, задавайте вопросы. Вот в чате у нас вопросы поступили. Как попасть в садик, если у родителей нет городской прописки? Это к Надежде Николаевне. Да, как я в чате уже написала дальше, там, если вы не стоите на очереди в детский сад, то вы к нам никак не попадете. То есть это прежде всего детский сад. Какой бы специализированный он ни был, прежде всего детский сад. Нужно встать на очередь. Если вас поставили на очередь, тогда вы можете попасть в наш детский сад. Хорошо, спасибо большое за ответ. Еще, дорогие родители, вот я в чате сейчас отправлю ссылку. Пожалуйста, пройдите ее. Это анкета для родителей. Она размещена на нашем официальном сайте библиотеки. И она анонимная. Можете написать для обратной связи. Если есть вопросы, не стесняйтесь. Можете задавать вопросы. Может, к Айталине Макаровне есть вопросы? Так. Спасибо всем. Очень интересно. Но если нет вопросов, наверное, у нас как раз и время чуть-чуть вышли, да? Так, еще нет, вопросы есть. С устной пропиской можно встать в очередь.
Это решает администрация. Это уже в окружную администрацию туда. Если вы проживаете в городе, а прописка у вас, ну вы же проживаете фактически в городе, я думаю, что да, наверное, можно. Я, честно говоря, не в курсе, не могу сказать. Это вам нужно зайти на сайт управления образования. Там есть электронная очередь, и вот через электронную очередь можно попробовать встать. Так, подождите, Можно, еще есть можно вопрос. подключиться, да? Меня слышно, да? Да, да, да. Ага, я хочу сказать, что я работаю на приеме в глазной больнице. У нас здесь открыто детское отделение. В детское отделение глазной больницы можно записаться через госуслуги. Это первое. Второе, я работаю в городской больнице номер 3 в кабинете охраны зрения детей на Петровского 10/1. Туда вы можете записать своего ребенка через своего окулиста. То есть на аппаратное лечение вы можете записаться через своего окулиста по программе «Медведь». Сейчас на данный момент у нас, из-за того, что вот я только вышла на этой неделе, у нас пока народу очень мало, поэтому хочется родителям сказать, чтобы они поторопились, и, наверное, в кабинет охраны зрения детей надо ходить 2 раза в год, не меньше, если у ребенка есть проблемы со зрением. Это я хотела сказать. Ага, спасибо. Так, у нас еще один вопрос есть. Я пропустила, оказывается. В 2015 году моя дочь одна была. Так, сейчас сколько тотально слепых детей ходит в детский сад «Подснежник»? В 2015 году моя дочь одна была. Так и не адаптировалась. Сейчас хоть один ребенок тотально слепой ходит в этот детский сад. К сожалению, тотально слепых детей мы не можем принять. Как я уже говорила, наполняемость детей в нашей группе до 28 детей. И это практически, вот если там еще тотально слепой, это нереально просто. И тотально слепым детям, ну, наш детский сад не может помочь. Да? Мы стараемся брать детей тех с такими диагнозами, которым мы реально можем оказать помощь по реабилитации. Тотально слепых на сегодняшний день у нас нет. Так, Айталина Макаровна, имеется ли общая статистика по инвалидам именно по зрению Республики Саха-Якутия? Ну, именно по зрению я же сказала, что у нас 8 лет назад было 300 человек, и на сегодняшний день тоже 300 человек. Никаких детей, имеется в виду, детей-инвалидов. Ага. А всех возрастов сколько взрослых? Взрослых? Ага. Детей, так, инвалидов по зрению именно. Именно, ага. По зрению сколько? Вот мне сказали только про детей, поэтому я даже не могу Ага, ну мы не могу сказать. На связи, да? Да, я на связи, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, через Галину. Да, можете я связаться. с вами свяжусь. Ага. Ага. Если какие-то вопросы или что-то там, я всегда на связи. Хорошо, спасибо. Ну, все, вопросов, кажется, нет, да? Ага. Так, ну, тогда все. Хочется всех поблагодарить. Спасибо большое. Спасибо вам большое тоже за выступление. Надеемся, что наше мероприятие хоть чуточку помогло родителям ответить на интересующие вопросы. До новых встреч. До свидания. До свидания.